Саламатсыздар, Кутмантан, сіздерменен Жеркина Антымакна Урсиль Мугалими. Здравствуйте, доброе утро, с вами Жеркина Антымакна, преподаватель русского языка. Ну, давайте начнем сегодняшний урок. Мы обратно продолжаем тему падежей. Падежи. Сегодня мы с вами возьмем винительный падеж. Винительный падеж отвечает на вопросы кто, что, куда. Винительный падеж, кандай суроолорго жооп береткен, кимди, эмнени, каяка. Также у нас в винительном падеже окончание меняется таким образом. А, у, я, ю, согласные. Вот здесь у нас немножко вопрос возникает. Согласные, то есть наши согласные буквы. Если оканчивается вопрос, отвечает на вопрос кого, то есть одушевленное окончание у нас будет а. Например, кого вы ждете? Я жду друга. В конце что будет а. А если согласные оканчиваются на, не отвечает на вопрос, не оканчивается на согласную букву, но отвечает на неодушевленный, отвечает на вопрос что, неодушевленный предмет, тогда не изменяется. Например, я купила зонт. Зонт ошол бойдон калат. То есть үнсүз тамга менен аяктаган сөздөр эгерде жанды болсо, анда а тамгасы менен аяктайт. Мисалы, кого вы видели в зоопарке? Зоопарктан кимди көрдүңөр? Эмнени көрдүңөр? Например, кого вы видели в зоопарке? Волка, тигра, сторожа. То есть что будет? А. А если согласно неодушевленный, например, что вы купили себе? Я купил себе журнал, телефон, зонт. Үнсүз тамга менен аяктаса, анда өзгөрбөйт. О, Е, мягкий знак женского рода, также остается без изменения. Аяққа тамгалары өзгөрбөйт. Если мягкий знак мужского рода оканчивается, если обратно отвечает на вопрос кого является одушевленным предметом, тогда в конце будет я. Например, кого вы ждали? Мы ждали секретаря. В конце что будет? Секретарь. Мягкий знак. Кого ждали? Как изменяется в винительном падеже? Секретаря. Дальше у нас идет, если мягкий знак неодушевленный, то есть что? У нас предмет, допустим, фонарь мужского рода. Я включила что? Фонарь. Так и остается окончание без изменения. Теперь дальше идем. Предлоги. Предлоги за, через, в, на. За это также, когда вы смотрели на прошлом уроке, мы разбирали предлог творительный падеж, и там был у нас предлог тоже за, но был жердеги за меня, здесь за, и там в творительном падеже это два разных за. Здесь за деген үчүн деп которулат. Эмне үчүн, бирнеме үчүн дегенге. Или ким үчүн. Например, за что отдали наши деды свою жизнь? За наше светлое будущее. То есть биздин жаркын мекенибиз үчүн, тынчтык жашоо үчүн деген сөз эмне экен? За страну, өлкө үчүн. А там было творительный падеж за стеной, эмненин аркасында дегенде. Не перепутайте эти два предлога. Через аралап дегенде. Например, я прошла через дорогу, через мост, через неделю, то есть бир жумадан кейін. Это тоже у нас будет винительный падеж. Например, неделя через неделю. Оканчивается слово на ю. Если слово первоначальном, то есть в именительном падеже я будет, то мы меняем винительный падеж на ю букву. Так, через неделю. Так, в, на. Отвечаем предлоги какого вопроса? Куда? Например, куда вы идете? Мы идем в школу. Мы идем в университет. Мы идем в город. На, например, я иду на учебу, на работу, оканчиваю. Посмотрите, работа, куда? На работу, учеба, на учебу. Вот наш винительный падеж. На прошлом занятии вообще я говорила, что падежи, мы только берем часть, именно падежи, часть то, что для нас необходимо и самое легкое, поскольку наш курс рассчитан на тех ребят, которые не знают русского языка, понимают, но не говорят, и вот для них это рассчитан, чтобы они на базовом уровне могли говорить на русском языке. То есть биздеген азыр падеждердин бардык тармагын
мысалы, местоименияны, ататочторду бардын қараған жоқпыз. Сынаточтокун. Именно біз деген зататочтун окончанияларын аяқталышын қарап атабыз. Себеп дегенде біз сүйлөш үчүн, сүйлөгөндө тура сүйлөш үчүн біз окончанияларды тура колдонушубуз керек. Мисалы, я люблю маму, мен апамды жакшы көрөм. А, например, маме болсо, бул апама болот. Эки сөз. Например, маму, маме. Если мен тура эмес айтып алсам, я люблю маме десем, анда сүйлөмдүн мааниси жок болуп калат. Ошон үчүн сүйлөмдү маани болуш үчүн, сүйлөмдү сиздер деген тура айтыш үчүн, жана силерди түшүнүш үчүн эмне билиш керек экен? Падеждерди. Ошолордун окончаниясын түшүнүктүү болдубу сиздерге? Кийинки бул болсо предлогдор. За, через, в, на. Понятно вам? Следующее теперь эми сөздөргө өттүк. Сөздөр менен сүйлөм түзүп көрөбүз. Бул болсо биздин этиштерибиз. Читать, слушать, любить, ждать, учить, понимать, пить, ехать, идти. Теперь попробуем с вами составить предложение. Читать. Например, что вы читаете? Я читаю книгу. Видите? А меняется на О. Возьмем давайте на Я. Читать. Например, статья. Я читаю статью. Слушать. Я слушаю что? Музыка. Как будет? Музыку. Совершенно верно. Например, я люблю природу. Как будет? Так я могу сказать, я люблю природу. Или я должна сказать, я люблю природу. Эмнени жакшы көрөсүң? Жаратылышты. Ошондо эмне болуп калат экен? Эмнени? Природу. Ты мүчөсү. Так, следующее. Учить. Ждать. Кого вы ждете? Например, кимди күтүп жатасыңар? Возьмем слово кого. Я жду мама, как будет? Маму. Я жду, что учительница, учительницу. А если учитель, мягкий знак мужского рода, как будет? Я жду учителя. Совершенно верно. Следующее слово учить. Что вы учите? Например, я учу русский язык. Сүнсүз тамга менен аяктап атат. Эмнени деген суроого жооп берип атат. Ошон үчүн биз окончанияны өзгөрткөн жокпуз. Мисалы, я учу математику. Биякта сөз а менен аяктап атат. Эмнеге өзгөрдү? У. Математику. Понимать. Кого ты понимаешь? Я понимаю свою сестру. Видите, сестра, сестру. А брат, үнсүз тамга менен аяктаса эмне болот? Брат. Так, пить. Что вы пьете? Например, я пью вода. Так я скажу? Или лучше сказать, как правильно будет? Конечно же, я пью воду. Так, следующее. Я пью, что может быть? Сок. Согласный, оканчивается на согласную букву, не изменяется. Так и оставляем. Сок. Пить. Взяли. Ехать. Слово «ехать» отвечает на вопрос «куда». Например, куда ты едешь? Я еду в город. Согласная не изменяется. Так и оставляем. Я еду куда? В город. Идти. Куда ты идешь? Например, я иду в школу. Давайте возьмем слово «ехать» или «идти» и попробуем на все окончания составить предложение, чтобы вам было понятно. Я еду Америка в Америку. Москва в Москву. Россия в Россию. Казахстан, согласно, не изменяется, так и остается. В Бишкек то же самое. Самолет летит на небо. Трактор едет на поле. Мы идем на площадь. Видите, все мы по окончании проработали с вами. Взяли слово «ехать». Вы тоже попробуйте дома взять слово «ехать» или «идти». Мы об этом говорили. Ехать – это на транспорте, идти – это пешком. Я еду, мен деген транспорт мен жүрүп бара жаткан айта алам. Я иду, мен жөө басканда. Ошондо ушул сөздөр менен сүйлөм түзүп көрүңүздөр. Ошон, например, иду, жөө басып бара жатам. Кантип айтасыңар? Мен мектепке бара жатам. Я иду в школу. Мен жумушка бара жатам. Я иду на работу. Вот наш падеж. Этот винительный падеж отвечает на вопросы кого, что, куда. Понятно вам? Следующий вопрос. Мы возьмем с вами вопросы с этими словами. Кого вы ждете? Попробуйте ответить. Кого вы любите? Наверное, вы любите маму. Видите, мама, маму. Кого вы хорошо понимаете?
я хорошо понимаю свою учительницу, учительница, учительницу. Или, например, своего друга. Следующий. Возьмем вопрос «что?». Что ты ешь? Я ем гамбургер. Видите, не изменяется, так и оставляем. Что ты слушаешь? Я слушаю музыку. Что ты читаешь? Я читаю книгу, пьесу, роман. Так и остается. Видите, вот наше окончание. Следующий вопрос – куда? Куда ты сейчас идешь? Я сейчас иду на работу. Куда едет твой друг? Мой друг едет в Москву. Видите, вы посмотрите на эти окончания. То есть мы можем, взяв слова, и используя эти вопросы, составить предложение. Да, давайте сделаем упражнение вместе со мной. Здесь вместо точек вы попробуйте поставить свои слова. Вера слушает. Что слушает Вера? Вера слушает музыку. Правильно. Ты знаешь, что ты знаешь? Например, ты знаешь география. Так будет? Или лучше сказать, ты знаешь географию? Понятно. Когда наше слово отвечает на вопрос «что?», попробуйте обязательно изменить окончание. Например, ты знаешь химия? Химию. Ты знаешь география? Географию. Ты знаешь политика? Политику. Вот так попробуем сделать свои упражнения. Вы, наверное, уже взяли ручки и тетради и теперь уже попробуйте написать. Борис забыл. Что забыл Борис? Борис забыл что? Книга. Книгу. Адрес. Например, Борис приехал в новый город и не знает адрес своего друга. Он забыл. Как мы скажем? Борис забыл адрес. Что? Не изменяется. Окончание также остается. Анна читает. Что читает Анна? Анна читает статью. Анна читает книгу. Анна читает повесть. Видите, окончание не изменяется. Также оставляем. Лена любит. Что любит Лена? Например, Лена любит каша. Как будет? Кашу. Лена любит музыку. Лена любит Россия. Россию. Лена любит что? Спорт. Так и оставляем, потому что согласные в неодушевленном виде не изменяются. Вот так мы подходим к концу нашего урока. Біздің сабақтың аяғына біз келіп қалдық. Бүгін болса біз сіздерменен винительный падеж менен таныштық. Винительный падеж кімді, емнені, қаяққа деген сұрауларға жауап береді екен. А болса уға өзгереді екен. Я, ю, үнсіз тамғалар жанды болса аға, жансыз болса өзгербейді. О, е, мягкий знак өзгербейді екен. Бірақ мягкий знак мужского рода яға аяқтайды екен. Егерде кімді деген сұрауға жауап берсе, мысалы, спасатель, кого вы вызвали? Спасателя. Кого вы ждали? Спасателя. Видите, окончание будет я. А жансыз болса өзгербейді. Что вы включили? Мы включили фонарь. Емесе, бұл винительный падежді ұғып тұрулы таштап қойбой, ұшыл бойынша көнігілерді атқарыңыздар, ошында сіздерден жиынтық шығады. Саламатта қалыңыздар. Сіздер менен Жарқына Антымақовна болды, орыс тіл мұғалімі. До новых встреч, до свидания. С вами была Жарқына Антымақовна. Ну, увидимся. Удачного дня. Пока-пока.